Ассаламу алейкум, кадрлі қауым. Сегодня мы поговорим с вами о джунгарах. Джунгары. Они сыграли активную роль в истории Казахстана. Что значит слово джунгар? Зюнгар. В древней Монголии это означало левое крыло, левая рука. По сути, левая рука Чингисхана. Они и вправду, джунгары, были авангардом монгольского завоевания Евразии. Джунгары были великие воины. На самом деле очень искусные стрелки, очень замечательные бойцы, наездники превосходнейшие. Джунгары участвовали в завоеваниях Восточной Европы, Ближнего Востока, Средней Азии и самого Китая. Вот насколько они были великими воинами, джунгары. Говорили они на монгольском, ойратский язык у них был, вот, религия у них была буддизм. В составе Монгольской империи они жили несколько веков, то есть получается с 13 века вплоть до примерно 1368 года. Даже получается не несколько веков, а примерно 1,5 столетия. В 1368 году, когда уже окончательно Монгольская империя в своих границах упразднилась, джунгары объявили о создании Союза 4 ойрат. Это была мощная империя. Это огромная территория. Союз 4 ойрат. Что это означало? Ну, во-первых, туда входил весь современный Синьцзянь, часть Тибета, значительная часть Монголии, достаточно большая территория Центральной Азии. Это была огромная величественная империя кочевая. Называлась она Союз 4 ойрат. Естественно, джунгары в этом союзе играли значительную роль. Это была титульная нация данного государства. Но уже степ-бай-степ, после того, как через несколько веков Союз 4 ойрат уходит с мировой сцены, на месте этого образования возникает Джунгарское ханство. Что означало Джунгарское ханство? Джунгарское ханство, по сути, было соседом Казахского ханства. Возникло Джунгарское ханство в 1635 году и собой представляло примерно определенную часть Монголии, почти весь Синьцзянь и некоторые границы современного Казахстана. В частности, Восточный Казахстан и Семиречье. Джунгары были очень-очень сильной силой. Мы в нашей отечественной истории, в казахстанской, постоянно обсуждаем джунгары, говорим, какие они были плохие, какие они были ужасные, они наши заклятые враги и так далее. Да, между казахами и джунгарами не было доброжелательных отношений. Да, казахи и джунгары конкурировали друг с другом. Да, казахи и джунгары часто нападали друг на друга. Но ведь никто не задумывался, почему это происходило. Почему столь родственные по образу жизни народы на протяжении более чем 100 лет вели страшную кровопролитную войну друг с другом. Понятное дело, что все эти 100 с чем-то лет это не была постоянная война. Это была велотекущая война с набегами, фазы были ожесточения, иногда было десятилетие перемирия, но тем не менее в течение этих 100 лет отношения были, мягко говоря, натянутыми. Ну так вот, почему? Почему отношения были такие? Что не поделили казахи и джунгары? Ну не может быть, что вот джунгары однажды утром проснулись и сказали: вон там живут казахи, надо их захватить. Или вон там живут казахи, надо их ограбить. Нет, конечно.
Были причины. Были причины социально-экономические, которые уже переходили в политическое русло. Ну, во-первых, нужно определиться, с кем соседствовал джунгарский, так сказать, джунгарское сообщество, с кем соседствовало. Соседами были Казахское ханство на западе, Маньчжурская империя на востоке, Российское царство, тогда еще Россия не была Российской империей, ну, скажем так, Российское государство было на севере, и на юге уже разные государства, типа тибетских и так далее. Что могло повлиять на движение джунгар на запад, то есть на казахов? Сосед с востока. Да, именно. Маньчжурская империя тогда набирала мощь. Китайцы были очень сильными. Они переживали экономический рост. Они переживали перевооружение массовое в тот момент. Китай был очень пассионарным на тот момент. И маньчжурцы, они прямо-таки грезили, чтобы расшириться. Почему маньчжурцы хотели подвинуть джунгар? Во-первых, еще в памяти у маньчжурцев, у китайцев было то, что кочевники набегали на них. Кочевники опустошали китайские поселения, города. Еще в памяти были те набеги кочевников, когда приходилось Великую Китайскую стену воздвигать. Конечно же, китайцы понимали, что джунгары гипотетически несут угрозу будущему Китая. Потому что культура кочевников была враждебна китайской культуре. Ну, столетиями шли постоянные войны. Китай хотел избавиться от этого соседа и отодвинуть его дальше на запад. Что и происходило, по сути. Пользуясь своим численным преимуществом, пользуясь тем, что у них было более конкурентоспособное разрушительное оружие, китайцам удавалось на протяжении 100 лет оттеснять джунгар дальше на запад. Но если джунгар оттесняли дальше на запад, то, соответственно, по закону биологии, физики, джунгарам нужно было искать другое место для жизни. И другое место они видели именно в казахских степях. Именно туда джунгары в течение 100 лет пытались проникнуть. Именно из-за этого шла война с казахами. Казахи, конечно же, логически не хотели тех запускать на свои территории. Поэтому и шла эта кровопролитная война. Жизненное пространство. Вот что нужно было джунгарам. Плюс ко всему, джунгары были буддистами, а казахи на тот момент мусульманами. Религиозная, так сказать, была уже вражда между ними. Плюс ко всему, казахи сами по себе, они были тоже кочевниками. И джунгары. Казалось бы, это общая их черта. Но именно эта общая черта и приводила к тому, что они нацеливались именно на те территории, которые были плодородными в плане пастбищ. Им нужно было кормить свой скот. Джунгары положили глаз на казахские те земли, пастбища, которые казахи не хотели отдавать. И именно поэтому были постоянные набеги, какие-то атаки, большие походы. Все это было в течение определенного вот этого столетия. Джунгары были очень большими воинами, я уже говорил сегодня об этом. И могу вам сказать, что джунгары неплохо вооружены были. А кто вооружал джунгар? Подумаете вы. Вооружала джунгар Россия. Российское государство. Россиянам на тот момент было выгодно, чтобы два маленьких, в сравнении с Россией, два маленьких кочевых народа постоянно враждовали, убивали друг друга. Почему? Потому что политика «разделяя власть», она играла большую роль на тот момент. Нужно было постоянно, чтобы они грызли друг с другом. Тем самым Россия подбрасывала дровишки, вооружала джунгар,
потом младшему Жузу обещала какую-то помощь, тоже помогала младшему Жузу в определенной степени, тоже и какими-то материальными ценностями. Но тем не менее, не вмешивалась активно, предпочитая смотреть издалека, что там сделают. Джунгар, допустим, с казахами или казахи с джунгаром. Китай тоже вел хитрую дипломатическую политику, натравливая оба народа друг на друга. В итоге два кочевых этноса вели опустошительную войну на протяжении столетия. Это были 17-18 века. Конечно же, так долго не могло продолжаться. Вот. Конечно же, после Анракайской битвы пыл джунгар несколько поумерился, но потерпев огромное поражение от казахов, джунгары были все еще очень сильны. Они не знали, куда деться. Китайцы год за годом постоянно оттяпывали, отрывали от них землю. Они метались. Именно поэтому часть ойратов еще в 16 веке, или где-то вот на рубеже 16-17 веков, часть ойратов убежала из джунгарского ханства через казахские степи, их пропустили там. Они убежали на территорию современной России. Сейчас там Калмыцкая республика. По сути, калмыки это потомки джунгар. Вы скажете, нифига себе, где калмыки, а где Синьцзянь, ну и внутренняя Монголия. Ну да, огромное расстояние, которое ойратам пришлось перейти. Через весь Казахстан они перешли. Пройдя Астраханскую область и так далее. Это Астраханское ханство было. Я о чем говорю? О том, что Китай напирал, ойратам некуда было деться, джунгарам. В итоге джунгары через ряд политических интриг со стороны Китая были уничтожены. Это произошло в середине 18 века, по-моему, в 1755-1759 годах. Как там произошло? Там был один человек по имени Амурсана. Так получилось, что старый император Джунгарской империи умер, а его потомки, его дети, не знали, как поделить власть. Они грызлись друг с другом. И один из них был обделен властью. Его звали Амурсаном. И Амурсана сказал, что за фигня? Меня вообще ни во что не ставят. И отправился в Маньчжурскую империю к своим заклятым врагам. И знаете зачем? Чтобы те помогли. Чтобы те уничтожили вошедших на престол его врагов, а его самого поставили на престол джунгарского ханства. Вот чего хотел Амурсана. С помощью китайских войск захватить власть в Джунгарии. И знаете что? Ему это удалось. Дело в том, что Амурсана обманул джунгар, усыпил их бдительность, ввел маньчжурские войска на территорию Джунгарии под предлогом того, что это дружественные войска, которые сейчас перегруппировываются. Маньчжуры перебили безоружное, не готовое к войне джунгарское войско. Это был геноцид. Страшный геноцид, когда китайцы уничтожали джунгар. Знаете, это очень страшно. Это тотальный геноцид, когда 90% джунгар в середине 18 века были уничтожены на корню, их просто вырезали. Ну и естественно, те остатки джунгара, они убежали, кто в Калмыцкое ханство через Казахстан, а кто в сам Казахстан. Так получилось, что казахское ханство, вот казахские жузы, они воспользовались этой ситуацией, когда джунгаров вырезали, и на западные джунгарские земли напали, были набеги, угоняли женщин, детей в рабство. Ну такое было. Это правда. Джунгары потерпели тотальнейшее, полнейшее поражение. Очень много джунгар растворилось в казахских степях. Возможно, частичка джунгарской крови в нас есть и сейчас. Потому что
Это же было когда? Это было фактически 200-300 лет назад. Остатки джунгар, они просто были рассеяны по казахским аулам. Каких-то девочек подобрали, взяли в жены, каких-то детей усыновили. Это же жизнь. Тем более в степи, где ничего не документировалось, сложно все это уследить. Но так оно и было с джунгарским ханством. И я думаю, казахи боятся китайской угрозы именно подсознательно после того тотального геноцида джунгар, потому что же казахи через себя проецировали этот геноцид. Джунгары же были кочевниками, казахи тоже кочевниками. И для казахов ощущение того, что с нами может произойти то же самое, что с джунгарами, настораживало очень сильно. И даже по сей день есть такой страх. Страх того, что придет восточный сосед. С исчезновением джунгар между казахами и китайцами исчезли границы. Синьцзянь был полностью захвачен, он веками ассимилировался. Вот. И, конечно же, китайцы хотели еще дальше идти. В Китае, в Маньчжурской империи была партия войны, которая говорила: вперед до Каспийского моря. Мы должны дойти на запад. Там очень много земель. Бескрайняя степь, где мы должны жить и существовать. Рожать детей. Строить огромное китайское государство. Да-да, были такие. Но, к счастью, так получилось, что их отряды, а это были разведочные отряды, разведывательные отряды китайцев, в 18 веке, которые попадали в степь в казахскую, их на голову средний и младший жуз разбивали, они рассеивались там. Это, конечно же, не была огромная армия китайская, которая пошла напрямую воевать. Нет, это были именно разведывательные такие рейды. Это были небольшие отряды в несколько сотен, в несколько тысяч человек, которые пытались зондировать почву в казахской степи. Но с укреплением российской власти, с укреплением российской колониальной политики, когда она укреплялась в казахских степях, китайцы махнули рукой и сказали: ну их к черту, эти степи. У себя сейчас порядок наведем пока, несколько столетий. Вот так и произошло это. Китай колонизировал Синьцзянь, а Россия колонизировала, казахские степи. На том и разошлись. Вот. А джунгары больше не существует. Но они все равно останутся в памяти казахского народа. Как сильные, пусть и жестокие, но очень искусные воины. Воины Великой Степи. Поэтому джунгарское ханство, можно сказать, наверное, самым последним мощным кочевым народом, который когда-либо существовал на земле. С падением джунгарского ханства исчезла кочевая империя. И, соответственно, больше уже таких кочевых империй не было. Казахское ханство было раздроблено, это были несколько жузов. Они не представляли собой сильное государство. В принципе, ребята, вот что на сегодня я хотел рассказать вам о джунгарах. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Лайк басыңыздар, егер менің видеом сіздерге ұнаса. Міндетті түрде осы видеомен бөлісіңіздер. И және де тіркеліңіздер менің YouTube каналыма. Большое спасибо, ребята. Вопросы будут, пишите. Свое мнение хотите поделиться, пишите. В общем, все, что касается джунгар или каких-либо других тем. На все отвечу. Сау болыңдар!